Добрый вечер, на ТНВ Новости, в студии Альбина Асылгараева. И сегодня в выпуске. Как попасть на Кубок Конфедерации? О барьерах на пути к трибунам Салават Мухаммадуллин. Вынужденное страхование. Нам даже уже и жизнь страховать не надо. Нам осталось 3 численки до смерти, и мы должны еще что-то страховать. Как пенсионеров обязали страховаться, расскажет Светлана Звонарева. Вода мимо кассы. Вот если мы сейчас здесь вот на ней кран стоит, если мы сейчас его закроем, у вас воды в доме не будет. О потерях в рублях и в жидкостях коммунальщиков и жителей Высокой горы. В репортаже Альбины Минибаевой. Крылатая угроза. Прокуратура была направлена в суд исковое заявление об обязании ООО «Агрофирма ЗАЙ» прекратить осуществление деятельности, создающей угрозу безопасности полетов. Опасна ли птица с самолетом, выясняла Александра Севастьянова. Десятки тысяч на стадионе, сотни тысяч у экранов телевизоров. В эти минуты сборная России во втором матче Кубка Конфедераций противостоит Португалии. Матч проходит в Москве, идет второй тайм. Счет сейчас 1-0, не в нашу пользу. К болельщикам в Казани присоединилась и наша съемочная группа. Аделя Коломиец следит за футбольными баталиями на большом экране в одном из спортбаров города. Аделя, здравствуйте. На кого ставят фанаты? Добрый вечер, Альбина. Болельщики держат кулачки и надеются на победу нашей сборной. Близится к завершению второй тайм этой встречи. Счет пока 1-0 в пользу сборной Португалии. В первые 10 минутки гол в ворота нашей сборной забил Криштиану Роналду. Тем не менее, у России еще есть все шансы выиграть сегодня, выйти в плей-офф. Успешно наша команда, я напомню, обыграла сборную Зеландии 2-0. И пока Россия на первом месте в групповой таблице, у португальцев же положение иное. Матч в Казани против сборной Мексики закончился ничьей. Заветных 3 очка действующие чемпионы Европы упустили. Так вот, оказалось, вот эти вот первые игры стали показательными для многих болельщиков. Сегодня в Казани все надеются однозначно на победу России. Однозначно за Россию, за свою державу. Я считаю, что мы должны и обязаны сегодня выиграть. То поражение обидное, которое было, 7-2, мы должны сейчас сделать также, но в обратную сторону. То есть мы должны победить, это дело чести. Конечно, поставил на Россию. Я жду победы только от России. Верю в нее, поэтому здесь нахожусь и болею за нее. Аделя, а как атмосфера в зале? Атмосфера потрясающая. Вот мы узнали, что сегодня на стадионе Лужники аншлаг, там 45 тысяч зрителей. И в спортбарах в Казани тоже полная посадка. Люди сидят большими компаниями, болеют, держат кулачки за сборную России, верят в ее победу. Так вот, если наша сборная выиграет сегодня, а Мексика обыграет Новую Зеландию, то португальцы окажутся на 3-й строчке групповой таблицы, а Россия продолжит борьбу за трофей. Сейчас считанные минуты остаются до конца этой встречи. Но, как известно, в спорте решают даже считанные секунды исход матча. И поэтому держим кулачки мы тоже и болеем за нашу команду. Альбина. Спасибо, Аделя. Я напоминаю, что это была Аделя Коломиец. Она следит за матчем между Португалией и Россией в одном из спортбаров города. А в Казани большой футбол ждут уже завтра. Сборная Чили прибыла в Казань. Победители Кубка Америки команда Чили сыграет с действующими чемпионами мира сборной Германии. ФИФА довольна первой игрой на Казань-арене. А посол города-организатора Екатерина Скулкина сравнила футбольные матчи с настоящим праздником. Сегодня она встретилась с журналистами и обещала всем незабываемые эмоции. Я непосредственно иду, когда будет играть Россия 24 числа, 2 самолетами, но успею сюда прилететь. Хороших просмотров, игр и побед нашей сборной. В эти дни на Казань-арене особый режим пропуска под запретом, селфи-палки, напитки и свистки. Подготовил фанатский видеобуклет с правилами Салават Мухаммадуллин. Пешком 1,5 километра. Собираясь на матче Кубка Конфедерации, не забудьте, что добраться до стадиона можно только на своих двоих. А потому девушкам в этот день стоит забыть о каблуках. И это лишь один пункт из списка правил прохода на стадион. Россия! Россия! Зная фанатские движения, организаторы запретили пропуск болельщикам на стадион, которым, что называется, не сидится на месте. После такого ваш билет будет аннулирован. Похож?
Кстати, если у вас нет паспорта болельщика, то увидеть мировых звезд футбола будет невозможно. Тут не поможет и билет на матч. Любителей попить и поесть, что называется, со своим на стадион не впустят. А что у тебя в сумке? В сумке у меня тут кошелек, зарядка от телефона и пистолетик. Да ты что, с ума сошел? Да он игрушечный. Да. Перед походом на стадион лучше проверить свою сумку на наличие подозрительных вещей, иначе с таким набором на арену вас точно не впустят. Записать видео на телефон на память или чтобы ваши подписчики увидели, что вы идете на игру только с рук. Селфи-палки на входе вас попросят оставить. Мы здесь! Кстати, в Казани свистеть можно только за территорией стадиона, а на арене это может делать только судья. А потому этот атрибут точно не подходит человеку, который хочет попасть на игру Кубка Конфедераций. Это лишь часть правил прохода на стадион. Полный список можно увидеть на сайте FIFA. Чтобы футбольное пиршество не прошло без вас и ваших подписчиков в соцсетях, несколько минут этому своду указаний все же стоит уделить. Салават Мухаммадуллин, Ренат Сафин, ТНВ, Казань. Мы еще вернемся к теме Кубка, а пока к другим новостям. Вода мимо кассы. Коммунальные службы и жители несут потери из-за соседей, которые нагло воруют воду. Так называемых неучтенных абонентов только в селе Высокая Гора больше 300. О водных нахлебниках Альбина Минибаева. 2 года потребляете, никому ничего не оплачиваете, да? Мне все время вопрос, а вот кто вырезал? Ну не я вырезал. Вода Фарида Валеева 2 года утекала мимо кассы коммунальщиков. Сам житель Высокой Горы говорит, за питьевую денег не жалко, только вот узаконить все это время не удавалось. Я не знал, как заключать договор. Иду заключать договор, а кто вырезал? О подключении к центральному водопроводу пенсионер все это время даже не знал. Заветный кран показали сотрудники высокогорских сетей. Он оказался под толщей воды. Ее откачали и законно предъявили. Вот центральная труба, и в него из дома заведена сиделкой посажена незаконная врезка. Абоненты видят то, что контролер приходит, они просто не открывают двери. Не открывают двери, да. Поймать незаконных потребителей сравни удачи. Для сотрудников коммунальных сетей ситуация проблемная. Жильцы на них смотрят, как сквозь воду. По приборам мы найдем, где у него конкретно подключение идет. И экскаватором копать, отрезать. Так вода течет, напор очень слабый. Итак, практически по всему селу Высокая Гора. Дня Фасхетдинова платит за воду исправно, только вот вдоволь растения не палить и даже дома не искупаться. Набираем воду в ведро и моемся оттуда. Вот самый типичный способ незаконного подключения к центральному водоснабжению. И таких домов по селу Высокая Гора больше 300. По району больше 1000. Пока жильцы говорят, что у нас вода течет плохо, снабженцы жалуются на экономические потери. На каждого неучтенного абонента сумма около 100 тысяч рублей. Вот если мы их умножим хотя бы на 300, это 30 миллионов рублей. То есть это огромная сумма для нас. За эти деньги можно заново чуть ли не весь водопровод здесь переложить. Если даже не обновить трубопровод, то хотя бы снизить тарифы, износ, увеличенная добыча воды. При такой ситуации деньги утекают сквозь пальцы. Поэтому сетевикам остается выпытывать, откуда у жильцов течет вода, заглядывать за высокие заборы, стучаться в двери и искать свои источники. Альбина Минибаева, Рамзель Гарипов, ТНВ, Высокогорский район. Пошли на почту заплатить за коммунальные услуги и неожиданно для себя застраховали имущество. Жители поселка Сидоровка в Набережных Челнах возмущены навязчивым сервисом. По словам местных пенсионеров, в отделении почты им в обязательном порядке навязали и страхование имущества. Светлана Звонарева о том, как добровольное стало принудительным. Нам даже уже и жизнь страховать не надо. Нам осталось 3 численки до смерти, и мы должны еще что-то страховать. Жители поселка Сидоровки возмущены. При оплате за жилищно-коммунальные услуги на почте им пришлось дополнительно отдать 45 рублей. В квитанции средства значатся как страховая премия. Однако на что именно идут эти деньги, пенсионерам не объяснили. А так без этих 45 рублей они деньги отказываются принимать. И сказали, будем каждый месяц брать. Если кому-то не нравится, поезжайте в терминал, там платите, там у вас эти деньги по 45 рублей брать не будут. Мы здесь в начале города живем, пенсионеры, все живем с 70-х годов. И почему мы должны куда-то ездить? Мы не ходим вот с палками, с клюшками. На почте столпотворения челнинцы оплачивают счета за жилищно-коммунальные услуги. Приезду нашей съемочной группы сотрудники явно не рады. Пенсионеров и вовсе игнорировали, не обращая внимания на их просьбы позвать начальника.
Я не имею права. Я сейчас не буду принимать людей тогда. Я за кассой сижу целый день. Я сейчас позовите. Сейчас позову. Но свое обещание сотрудница почты так и не выполнила. В другом почтовом отделении пенсионерам повезло больше. Здесь начальник хотя бы попыталась разъяснить ситуацию. По новой программе у нас получается, что страховка по 45 рублей, как бы это где-то обязательно мы не обязательно делаем. У нас теперь онлайн-платежи, они автоматом уходят. Аннуляцию мы не можем делать. После натиска пенсионеров спустя день сотрудники почты все же пошли им на уступки. Деньги в размере 45 рублей вернули тем, кто пришел с квитанциями. И вот эти вот 45 рублей мне хватит на булку хлеба и на молоко. И мне хватит на 2 дня это. Это для меня значимо. В прошлом году Почта России совместно со страховыми компаниями запустила новую услугу. Горожане, оплачивая коммунальные счета, могут застраховать свое имущество. Однако гражданам следует знать, что данная услуга является добровольной. Светлана Свинарева, Эльмира Гайнудинова, Ильнар Бустафин, ТНВ «Набережные Челны». Агрофирма «Зай» намерена обжаловать решение районного суда. Он потребовал закрыть фирму. Напомним, транспортная прокуратура подала иск на фирму. Она расположена слишком близко к аэропорту Бегишева. И птицы создают угрозу полетам. Закроется ли агрофирма и как крылья пернатые мешают крыльям стальным, выясняла Александра Севастьянова. Хьюстон, полет нормальный? Нет, мешают воробьи с агрофирмой. Примерно такой диалог можно представить в диспетчерской аэропорта Бегишева. Транспортная прокуратура подала иск на комплекс «Зай». Птицы, которые находятся на ферме, создают угрозу полетам. Заинским городским судом Республики Татарстан 16 июня 2017 года вынесено решение об удовлетворении требований прокурора. В 2016 году прокуратура уже проводила проверку безопасности полетов. Тогда установили, агрофирма «Зай» слишком близко расположена к аэропорту. Представители фирмы с решением суда не согласны. Закон, по которому установлено расстояние безопасности, приняли лишь в 2011 году. Ферма при этом начала работать раньше. В 2008 году агрофирмой была произведена реконструкция с получением всей разрешительной документации в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации. Нами было проведено орнитологическое исследование. Птицы, которые населяют, так скажем, агроферму, они не могут представлять никакой угрозы безопасности полета воздушным судам аэропорта Бегишева. Как постановил суд, агрофирма «Зай» должна закрыться в течение 6 месяцев со дня вступления решения в законную силу. Но сама агрофирма настроена решительно. Постановление обжаловать в Верховном суде республики. Александра Севастьянова, Альмир Залюшев, ТНВ, Казань, Набережные Челны. Это новости на ТНВ и далее в программе. Надежда на выздоровление. Мы обращаемся ко всем людям с просьбой помочь детям. Как помочь Даяне и Ренате Гизатуллину? В репортаже Эльмиры Шамардановой. Расскажут и покажут. С волонтерами Кубка Конфедерации познакомилась Лена Синатуллина. Сегодня Рустам Минниханов встретился с послом Белоруссии в Казани Александром Кулинковичем. Стороны обсудили дальнейшее сотрудничество, в том числе вопросы укрепления татарстано-белорусских отношений. За вклад в развитие экономических, торговых и культурных отношений между Татарстаном и Белоруссией Рустам Минниханов вручил благодарность от своего имени Александру Кулинковичу. Желать здоровья актуально. 800 детей в республике страдают сахарным диабетом. Часть из них живет в Пестрецах, и сегодня они попали на прием к республиканским врачам, не выезжая из села. Его организовала партия «Единая Россия». Ее ждет пестричинцы, просят помочь и в экологии. Что поможет выздороветь не только населению, но и природе, узнал Рамиль Шайдуллин. Консультации. На прием к врачам с раннего утра. Лев Макаров, 25-й в очереди, надеется управиться за полчаса. И для его истории болезни это уж точно не срок. Я у своего специалиста уже в течение 15-20 лет. Надо же еще какое-то мнение, тоже интересно. О своем здоровье устами столичных медиков. В Пестричинском ЦРБ терапевты и офтальмологи, хирурги и эндокринологи с утра и пока не осмотрят пациентов. Уже 5 лет на прием в столичную поликлинику можно ходить, не выезжая из села. Когда врачи на село приезжают сами. В специальном мобильном центре можно и по-настоящему сдать анализы и получить нужные рекомендации. Лабораторное обследование, биохимию. Можно пройти такое же обследование, как в поликлинике. А результаты анализов прямо в руки. Так с Пестрецов начинаются Дни Единой России. Десятки партийных активистов, руководителей министерств и ведомств на 4 площадках
проходят встречи с людьми. На приеме не только пожилые, но и дети. Детей инвалидов и из неполных семей обследуют тщательно. Все до 18-летия получают лекарственное обеспечение. Более 20 тысяч детей по Республике Татарстан охвачены этим сопровождением. Проблемы здоровья и экологии местные власти обсуждают уже с депутатами. Площадкой стал День Единой России. С пестрецов они продолжатся по всему Татарстану. Я думаю, что мы эту работу в плановом порядке будем проводить регулярно в каждом муниципальном районе нашей республики. Затронуты и глобальные проблемы. Пестрецы под угрозой подмыва. Эрозия настигла берега реки Меша. На укрепление 60 метров нужны 128 миллионов. Финансирование в обсуждении. Вопрос под патронажем президента. Рамиль Шайдуллин, Марат Зайдуллин, ТНВ, Пестричинский район. Завтра день памяти и скорби, годовщина начала Великой Отечественной войны. Специальный проект в этот день и на нашем канале. Смотрите серию видеороликов, где депутаты Госсовета читают письма с фронта. В их числе и спикер парламента Фарид Мухаммедшин. Это история войны в нескольких строчках. Пронзительные слова послания перед лицом смерти. Смотрите на ТНВ. Еще при подъезде к Сталинграду можно сказать, что битва была жестокой. Об этом свидетельствуют разрушенные деревья, оборванные провода связи, воронки, огромное количество трупов. Сердце наполняется жгучей ненавистью к врагу, кулаки невольно сжимаются. Хочется взять снова свою винтовку и бить врага так, чтобы он не успевал вздохнуть. Актриса Чулпан Хаматова и бизнесмен Алишер Усманов получат звание почетных граждан Казани. Их наградят 30 августа в День города. Такое решение приняли сегодня на сессии Казгордумы. Депутаты наметили вектор развития культурной сферы на ближайшее время и обсудили городские проблемы. В планах создать в Казани музей Шаляпина и изменить работу дворцов культуры. Сегодня в России во всем... Одна мечта на всех – поставить детей на ноги. Вот уже 8 лет мама и папа близнецов Даяна и Ренаты Гизатуллиных борются с диагнозом ДЦП. Он сложно поддается лечению. Родители делают все, чтобы дочери встали на ноги, но средств для дорогостоящего лечения в семье пока нет. Они очень рассчитывают на помощь неравнодушных. Близнецы Даяна и Рената свои радости и печали делят пополам. На двоих оказался у них и сложный диагноз. Пока у Даяны результат лучше. Она может стоять с поддержкой, Ренате же сложно сидеть. Что вы любите? Какой предмет ты любишь больше всего, скажи? Математику. Вторая беременность Светланы, мамы близнецов, проходила благополучно. Внезапно на 30-й неделе преждевременные роды. Девочки на свет появились слабыми. Позднее врачи скажут ДЦП. Пока мы сейчас им помогаем еще, но они ведь растут, а мы тоже стареем, время идет. И наша задача, чтобы они к жизни были готовы. Мы обращаемся ко всем людям с просьбой помочь детям. Нам необходимо по 150 тысяч для каждого ребенка для лечения в реабилитационном центре. Благодаря вам, нашим зрителям, мы уже собрали более 100 тысяч рублей для маленького бугульминца Артура Саврандеева и почти 100 тысяч рублей для Гузель Гильмудинова из Казани. Давай, Гузельчика, ножками подходим, немножко погуляем. Хорошо? Сегодня у родителей только слова благодарности всем тем, кто не прошел мимо, не перекрутил телеканал и перечислил такие нужные средства. Мы благодарим всех вас за ваши добрые сердца, за вашу помощь, за поддержку. Вчера нам позвонили с реабилитационного центра, сказали, что деньги уже поступили на счет. И мы уже можем приступать к нашей очередной реабилитации. Спасибо всем еще раз огромное. А сейчас ваша помощь необходима Гизатуллиным. Делать это предельно просто. Всего лишь нужно отправить СМС с текстом «Садака» на номер 7715. Этим вы дарите надежду на выздоровление. Эльмира Шаймарданова, Марат Саидгараев, ТНВ Казань. И возвращаясь к первой теме выпуска Кубка Конфедерации. Куда пойти, что посмотреть и где перекусить? Болельщикам со всего мира со всеми этими вопросами помогают волонтеры. В пресс-центре футбольного турнира сегодня рассказали, кто же они, добровольцы Кубка. Об этом Лина Зинатуллина. О достопримечательностях Казани восьмиклассник Богдан Мякин сегодня говорит на всю Германию. Волонтеры попали в ролик для немецкого телевидения. Помогают не только болельщикам, но и журналистам. И работают в удовольствие. Иностранцы такие дружелюбные, приветливые. С ними прям так хорошо общаться.
И вообще это хорошая практика. Рассказать, показать и буквально наставить на путь иностранных болельщиков готовы 700 волонтеров по всему городу. При этом самому младшему всего 14, а самому взрослому 76. Гости со всего мира легко замечают вот такие яркие шатры с символикой Татарстана. Кремль, Баумана, Старо-Татарская Слобода – самые популярные туристические места. Всего по городу 13 таких точек, которые работают с 9 утра до 9 вечера. Я здесь уже 2 дня и везде встречаю волонтеров. Они отлично справляются со своей работой, очень дружелюбные. А с одним я сегодня даже поиграл в футбол. Хоть Казань и избалована мировыми событиями, поработавших на универсиаде и чемпионате по водным видам спорта среди нынешних волонтеров немного. Процентов 25-30 всего тех, кого мы называем по-доброму старичками. Те, кто были на универсиаде волонтерами, они все уже практически трудоустроены. И есть люди, которые в оргкомитете 2018 сейчас работают. От добровольной помощи к блестящей карьере опыт волонтерства открывает для нее огромные возможности. Волонтерская книжка, кстати, дает преимущество и при поступлении в вузы. Лена Зинатульна, Андрей Зентальцев, ТНВ, Казань. В Казань в эти дни переехал на время и болгарский хан. Он разбавил трудовые будни журналистов Кубка Конфедерации. Сегодня в пресс-центре работает интерактивная площадка Болгарского музея-заповедника. Мастер-класс от болгарского хана получила Илья Сансабирова. Драгоценные желанные гости наши. Пока гости-журналисты сами не могут приехать в Болгар с ханом и ханбекой приехали к ним. История уместилась на 30 квадратных метрах. Чернила делали из сажи, не из угля. Добавляли рыбий клей. Все по-настоящему. Чернила, перо, даже чернильница. Полная копия древней. Чистописанию учимся под чутким контролем самого хана. Задержав дыхание, расписывают глиняные сувениры, гончарные, кузнечные дела. Все, чем в древности занимались болгары и что так увлекает гостей исторической земли в деталях. В этом году открылась интерактивная площадка на набережной для удобства наших посетителей, чтобы они могли прогуляться, посмотреть на Волгу, поиграть в эти различные игры. Еще одно древнеболгарское занятие – это игра «Мельница». В нее играли аж 3000 лет назад. Это что-то похожее на крестики и нолики. И сейчас я сыграю с самим ханом. Расскажите, пожалуйста, какие условия игры? Мы должны собрать, выставляя фишки на свободные поля, вот на свободные точки, собрать линию, соответственно, мешая противнику. Я приглашаю вас в Болгар, где мы вас научим играть в мельницы. Болгар ежегодно посещает 500 тысяч туристов, и каждый год для исторической земли знаменуется новыми открытиями. И болгар каждому готов открыться по-своему. Лисан Сабирова, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. И вот завершается матч между сборной России и Португалией. К основному времени добавили 2 минуты. Со счетом 1-0 пока ведет Португалия. А мы напоминаем, на нашем канале продолжается проект в объективе ТНВ «Большая семья». Если у вас есть история о многодетных, кому нужна помощь, звоните нам по телефону 570 50 17. А далее в выпуске новости спорта и прогноз погоды. Мы же увидимся в 21:30. Болгар-радиосы. Мы первые в Татарстане. Я, когда пришел на завод, здесь все только начиналось. А сейчас выросло производство. Как и мои дети, они тоже здесь. Я на пенсии, а сын мое дело продолжит. Казань-Оргсинтез. Сила традиций. Внимание! Срочная ликвидация склада новых Nissan. Скидка 200 тысяч. Не предел. Подробности в автоцентре Марка. Звони 4 5 3 единицы. Весь июнь в Мебельграде каждому покупателю такси за наш счет. Туда и обратно. На целительные воды приезжайте в Шефал-ИСУ и Жминводы. Спешите, действуют акции. Скидки до 20%. Корстан и Препати Холл представляют 23 июня. Бахти со своими хитами. Подробности 279 30 79. Запрещено для детей. Предельно выгодные условия кредита с гарантией обратного выкупа. Новое предложение для покупателей Лада Веста и Лада X-Ray в Азино Авто. Новая Лада за 5900 рублей в месяц. Успей купить Лада сейчас. Ура! Каникулы! Не надо учиться! Я иду в Дельфинарий! Дельфинарий в Набережных Челнах 70 16 42. А теперь и в Казани на Декабристов 1 523 83 94. Сохранять ноги в прекрасной форме мне помогает тонизирующий гель для ног «Лошадиная сила». Природа – это красота, которая всегда рядом с нами. Наша задача – беречь этот дар.
изо дня в день поддерживая хрупкий баланс. Казань-Оргсинтез. В гармонии с природой. Только до конца июня. «Лада Гранта» с выгодой до 60 тысяч рублей. Автомобили в наличии. Успей купить выгодно. Автоцентр «Парус». Сегодня мы с вами будем чертить треугольник. Ребята, сколько должно быть углов у треугольника? Анна Петровна, я починю. А где ты этому научился? Папа научил. Ой. Я починю. А кто тебя этому научил? Папа научил. Я провожу. Этому тоже папа научил. Воспитайте у ребенка любовь к труду. Министерство труда Республики Татарстан. Добрый вечер. Время новостей «Спорт» на ТНВ. В студии Алмаз Гафиатов. Татарстанский дзюдоист Нияз Билалов принес золото в копилку сборной России на Кубке Европы. Прошедший в Словении турнир собрал 337 ведущих спортсменов из 30 стран мира. В составе сборной России на Кубке выступили 11 мужчин и 13 женщин. По итогам соревнования наша дружина заняла второе общекомандное место. В копилке сборной 4 золотые, 3 серебряные и 5 бронзовых медалей. Одну из них добыл представитель татарстанской школы дзюдо Нияз Билалов. Первое место на турнире заняла сборная Германии. К новостям бадминтона. Сегодня в столице Татарстана стартовало первенство из спартакиады среди юношей и девушек. Рекордное количество команд и спортсменов – 26 субъектов России, 170 сильнейших бадминтонистов, 42 тренера. Таких показателей еще не было в истории юношеских турниров по этому виду спорта. Сборная Татарстана готовилась к чемпионату в Аксубаево. Там юноши и девушки прошли трехнедельный сбор. Спартакиада страны завершится 25 июня. Дальше спортсмены отправляются на каникулы и начнут подготовку уже к новому сезону. Главный фаворит первенства – сборная команда Москвы. Победить у этих ребят очень сложно, но в этом возрасте многое зависит от эмоциональной подготовки спортсменов. На некоторых давят, это личности, и это индивидуальный вид спорта, на некоторых давят, и прямо видно это по играм, некоторые справляются. Ну, это и они должны привыкать к этому в жизни, в спортивной. Казанский «Акбарс» продлил контракт с защитником Василием Такрановым. Об этом сообщили на официальном сайте клуба. Соглашение между игроком и командой рассчитано на 1 год. А футбольный «Рубин» пока не активен на трансферном рынке. Пока единственным приобретением стал защитник Ростова Владимир Гранат. Игрок выступал за иркутскую «Звезду», московское «Динамо» и «Спартак». В последние годы защищал цвета Ростова. Входил в состав сборной России. Также Гранат является бронзовым призером чемпионата России 2008 года в составе «Динамо». Футболист надеется, что с приходом Курбана Бердыева команда будет бороться за самые высокие места. Игрок поделился своим мнением с клубным телевидением «Рубина». Конечно, хотелось бы вернуться в сборную. Пора уже что-то выиграть более серьезное, весомое. Какой-то титул, либо кубок, либо чемпионат России. И это все новости спорта к данной минуте. Будьте здоровы и занимайтесь спортом. До свидания. Здравствуйте! Вы смотрите прогноз погоды. В четверг в Татарстане температуры станут немного выше. Подробнее после полезной информации. Вы собрались заказать шкаф-купе, но не знаете где? Закажите в компании «Данил Мастер». Работают быстро и качественно. Сделайте заказ сейчас и получите бонус «Комод» в подарок. Доставка и установка бесплатные. «Данил Мастер», город Казань, Восстание 23, телефон 2 167 166. А теперь о погоде. По данным сервиса Яндекс.Погода, завтра на юго-востоке в ночное время пройдут ливневые дожди, плюс 15. Днем переменная облачность, временами также возможен дождь и около 21 градуса выше нуля. На северо-востоке также временами пройдут дожди, ночью 14 градусов тепла, днем около 21 градуса со знаком плюс. На севере Татарстана переменная облачность, ночью местами дождь, 14 градусов тепла. Днем преимущественно без осадков, воздух прогреется до 23 градусов. На северо-западе облачная погода с прояснениями. Синоптики также обещают дождь. Ночью плюс 11, днем 20 градусов выше нуля. На юго-западе ночью всего плюс 8, без осадков. Днем временами возможен дождь и плюс 20. В центральных районах республики переменная облачность без существенных осадков. Ночные температуры плюс 13, днем 21 градус выше нуля.
В последующие дни температуры вновь немного понизятся. Пройдут осадки разной интенсивности. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома с индивидуальным отоплением от 45 тысяч рублей за квадратный метр с чистовой отделкой. ЖК «Приволжский» – качество по разумной цене. Телефон 561 08 81. ЖК «Приволжский» – это кирпичные дома в чистовой отделке с индивидуальным отоплением в 12 километрах от центра. Цена 45 тысяч рублей за квадратный метр. ЖК «Приволжский» – чистый воздух и прекрасный вид на Волгу. О погоде в столице. Ночью в Казани без осадков плюс 10-12. Днем переменная облачность, временами возможен дождь и 18-20 градусов тепла. Ветер юго-западный порывистый 6-8 метров в секунду. Атмосферное давление ниже нормы и завтра составит 745 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 63%. И еще одна полезная информация. Мега-мебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города. Целых 4 этажа мебели от 200 мебельных компаний. Приходите, приезжайте. Удобная парковка. Мега-мебель на Компрессорном. Город Казань. Сибирский тракт 34. Мега-мебель на Компрессорном. Самый большой мебельный центр города.